Когда пройдет, как песня, жизнь моя, когда замолкну, близких покидая, не думайте, что умер я, друзья. В сердцах миллионов буду жить всегда я. Яркое подтверждение тому, что поэт Джалиль, как провидец, предрек то, что потомки будут его помнить, и жизнь его никогда не закончится, вот этот лайнер. Не закончится ни в сердцах, ни в памяти простых людей. Пронзительные стихи на фоне этого серебристого самолета по-настоящему бередят сердце. Для нас день в Шереметьево на летном поле особенный. Мы узнали, что Аэробус-320 компании «Аэрофлот» теперь носит гордое имя Героя Советского Союза Джалиля. Событие неординарное, ведь именем известного татарина до этого был назван только сухогруз. Он бороздил моря и океаны. Было это в 60-е годы. Теперь у Мусы Джалиля появились стальные крылья. Весеннее небо капризное, то солнце, то тучи, но лайнеру, который сейчас носит имя героя, погода нипочем. Он гордо возвышается над землей. И даже ветреная погода, которая на летном поле, конечно же, ощущается очень сильно, не портит нам настроение. Я сейчас прохожу под крылом лайнера «Аэрофлота», аэробуса, который сейчас носит имя нашего великого героя, великого поэта Мусы Джалиля. Конечно же, это очень большой подарок для всех татар, для всех татарстанцев к 9 мая. И что символично, что даже рукав к самолету, который сейчас собирается в рейс, подкатили под номером 116. 116 – это номер региона Татарстан. Самолет готовится в полет, и чтобы оценить снаружи надпись, кстати, сделанную на двух языках, русском и английском, «М. Джалиль», нам разрешили в виде исключения пройти в так называемую чистую зону аэропорта – на летное поле. Аэробус-320 стандартный. Здесь 140 посадочных мест, 2 турбореактивных двигателя по сторонам. Но нам кажется, что здесь, в этом самолете, все особенное. Какая-то атмосфера в салоне, аромат. И я уверена, что именно на рейсах этого борта будут работать и самые красивые стюардессы. Среднемагистральный лайнер с крейсерской скоростью 830 км в час с максимальной взлетной массой более 75 тонн будет летать, в том числе и в Казань. В декабре 2019 года к нам обратился президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов с просьбой присвоить одному из самолетов компании «Аэрофлот» имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Узнав об этой радостной новости, мы в первую очередь поделились ею с дочерью героя и поэта Чулпан Мусеевной. Она живет в Москве и вместе с семьей, как и вся страна, находится на самоизоляции. Но не высказать свои радостные эмоции по этому поводу Чулпан Мусеевна не могла. Это действительно необыкновенное событие, я совершенно не ожидала, поэтому была просто потрясена. И надо сказать, что еще в 60-е годы в свое время был сухогруз большой имени Мусы Джалиля, который бороздил моря и океаны, но потом кончилась его жизнь. Вот. И это вот было тоже для нас. У нас и фотографии дома хранятся этого сухогруза. Теперь мы надеемся, что мы повесим фотографию этого замечательного лайнера. Потомки Джалиля настроены, когда будет можно, всей семьей полететь в Казань на этом лайнере имени их отца, деда и прадеда. А мы, в свою очередь, от всего журналистского сообщества республики поздравили Чулпан Мусеевну и с хорошей новостью, и с предстоящим Днем Победы. Не удержалась я и от звонка Дамиру Юсупову, герою России. Услышав новость, авиапилот, известный на весь мир, сказал: «Я очень рад и горд тем, что один из бортов российской авиакомпании назван в честь великого сына татарского народа». А Дамир не понаслышке знает, какая это радость и ответственность управлять самолетом-героем. Особо эта новость стала и для педагогов, учеников Московской школы под номером 1186, которая носит имя Мусы Джалиля. Роза Шакирова, ее директор, сама личность творческая, старается передать ученикам знания и любовь к герою и поэту. У Мусы Джалиля есть такие строки: «Песнь моя, жизнь моя песней звучала в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит». И теперь эта песня стала крылатой. Мечтаю вместе с Мусой Джалилем парить над нашей страной в качестве пассажира. Солдаты, превратившиеся в белых журавлей. Это потрясающе душевная песня и сегодня как гимн всем погибшим, всем воинам без исключения. Теперь у Джалиля есть настоящие крылья. Муса Джалиль – это, как правильно выразиться, уникальным в своем роде. Почему? Потому что за всю историю фашистской Германии было всего 2 приговора за подрыв германской мощи. И это должно знать наше
будущее поколение. Сейчас у московского памятника борцу антифашистского подполья на одноименной улице возле Борисовских прудов молодые свободные россияне изучают тонкости скейтбординга. Еще в школьные годы мы ходили на открытие этого памятника, возлагали цветы в свое время. Конечно, страна должна знать своих героев и равняться на лучших людей. Дина Газалиева, Евгений Михайлов, Александр Ярошов, Марат Закиров. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.